В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. С каждым днем приближается дата выборов президента Абхазии. 29 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила очередность выступлений кандидатов в президенты Абхазии со 2 по 11 августа. Кандидаты на должность вице-президента выступят в прямом эфире абхазского телевидения с 12 по 21 августа. Эфиры будут проходить с утвержденным форматом бесплатного эфирного времени. По результатам жеребьевки первым выступил в прямом эфире кандидат на должность президента Абхазии Астамур Какалия. Вторым будет Алхаз Квициня, третьим Алмаз Джапуа, четвертым Рауль Хаджимба, пятым Артур Анкваб, шестым Астамур Тарба, седьмым Шамиль Адзинба, восьмым Леонид Дябшба, девятым Астамур Отарба и десятым Олег Аршба. Предвыборная агитация будет проходить в течение 3 недель. 23 августа в прямом эфире абхазского телевидения состоятся дебаты самих кандидатов на должность президента. В тот же день в пресс-центре абхазского телевидения прошел брифинг о предоставлении предвыборных проектов АГТРК. Участники брифинга подчеркнули, что очередность выступления кандидатов в президенты Абхазии на канале государственного телевидения и радиовещания определяются Центральной избирательной комиссией республики. Кроме того, формат и длительность вещания каждого эфира на госканале также устанавливает ЦИК. Учитывая количество кандидатов на должность президента, а также ограниченные ресурсы, абхазское телевидение предлагает еще несколько дополнительных форматов, но уже на коммерческой основе. Бесплатные форматы и длительность их определяются Центральной избирательной комиссией. В том числе и жеребьевка проводится тоже Центральной избирательной комиссией. Сейчас я озвучу бесплатные форматы, которые были определены решением ЦИК. Первое – это интервью в прямом эфире с кандидатом в президенты длительностью 1 час. Второе – интервью в прямом эфире с кандидатом в вице-президенты, длительность 30 минут. Третье. Бесплатная трансляция фильма о кандидате в президенты продолжительностью до 30 минут, изготовленный самим кандидатом в президенты. 1 раз бесплатная трансляция предоставляется. Бесплатная трансляция роликов кандидатов в президенты до 1 минуты, изготовленный также самими кандидатами в президенты. 5 раз предоставляется бесплатно. И теледебаты в прямом эфире со всеми кандидатами в президенты. Ориентировочно длительность 2 часа, но это будет зависеть от количества кандидатов, которые примут участие. Основной язык ведения бесплатных эфиров – абхазский. Старт предвыборных прямых эфиров на АГТРК начался 2 августа. Первым гостем, согласно жеребьевке ЦИК, был Астамур Какалия. На этой неделе, 29 июля, депутаты Народного собрания республики внесли изменения в закон о выборах президента Республики Абхазия. Согласно проекту закона, из-за большого количества выдвигаемых кандидатов на должность президента и вице-президента Абхазии было предложено сократить текст избирательного бюллетеня с биографическими данными. Документ был принят во втором и окончательном чтении. Таким образом, в избирательных бюллетенях будут указаны только фамилии, имена и отчества кандидатов на должность президента и вице-президента Абхазии. – 29 июля ушел из жизни народный поэт Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалер ордена Ах-Дзапша второй степени Рушбей Смыр. Народному поэту Абхазии было неполных 70 лет. В 1973 году вышел первый сборник стихов Рушбея Смыр «Танец звезд». Многие стихотворения автора положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Главная тема творчества Рушбея Смыр – судьба родной Абхазии, ее истории и будущего. Распоряжением премьер-министра была создана комиссия по организации похорон народного поэта Абхазии. Прощальная церемония состоялась 1 августа в селе Приморское Гудаутского района. 31 июля в Абхазию с рабочим визитом прибыл помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Помощник президента России вместе с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба и послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным посетили объекты в Гагарском и Гудаутском районах, восстановленные за счет средств финансовой помощи в рамках инвестпрограммы.
Первым объектом посещения была подстанция Гагра-1. Работы по реконструкции и капитальному ремонту подстанции начались 2 года назад. Подстанция питает всю центральную часть города Гагра. Мощность подстанции до начала реконструкции составляла 20 мегаватт, после увеличилась в 2,5 раза. Также Валерий Бганба и Владислав Сурков посетили Лыхнинскую среднюю школу имени Платона Шакрыл, в которой был проведен капитальный ремонт. Инспектирующим показали отремонтированные классы, спортзал и актовый зал. Работы по восстановлению здания школы начались в 2017 году. На ремонт объекта было выделено более 113 миллионов рублей. Все работы были выполнены в срок. Учебный процесс в Лыхнинской средней школе возобновится 1 сентября. Позже с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым встретился президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. В ходе встречи Рауль Хаджимба и Владислав Сурков обсудили вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы, а также параметры инвестпрограммы на период 2020-2022 годы. За день до приезда Суркова глава государства Рауль Хаджимба посетил Ткварчалский район. Президент ознакомился с ходом строительных работ на некоторых объектах социального назначения. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба – Ткварчалская центральная районная больница, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. Проект реконструкции предусматривает капитальный ремонт и строительство 4 отделений больницы – терапевтическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое. Кроме того, здесь предусмотрена и поликлиника. На данный момент в здании ЦРБ уже проложены все коммуникационные системы, подведено электро- и водоснабжение, завершаются отделочные работы. Общая проектно-сметная стоимость всех работ составляет 258 миллионов рублей. Капитальный ремонт больницы планируется завершить к концу текущего года. Были проведены работы по установке датчиков сигнализирования, пожарной охраны, новой проводки электричества, вентиляция готовится к завершению, ждем пожарные клапана. Ламинарные потолки должны на следующей неделе приехать. Это спецпотолки, которые будут установлены в оперблоках, которые очищают воздух на 99%. Более половины корпусов ЦРБ по отделочным работам уже практически на стадии завершения. Остались у нас половые плиты и откосы дверные. Здание многопрофильной больницы рассчитано на 49 коек, плюс 15 мест в инфекционном отделении. Каждая палата будет оснащена новым, необходимым для стационарного лечения оборудованием. Ткварчалская ЦРБ обслуживает не только город, но и еще 11 сел района. Несмотря на то, что идет реконструкция, работает у нас рентген-кабинет, УЗИ обследования проводятся. Все обращаются к нам за первичной помощью, и с начала года нами принято в приемном покое более 3000 человек. Мы надеемся, что в перспективе у нас молодые специалисты к нам придут узкого профиля трудоустраиваться. И думаю, конечно, в новых условиях мы еще лучше будем работать, принимать пациентов. Затем Рауль Хаджимба посетил школу номер 5 имени Алексея Аршба. В школе на пожертвование мецената из Черкесска Олега Аргунова был начат ремонт. Строители завершили внутренние отделочные работы. Осталось заменить окна и двери. Всего в школе обучается порядка 100 учеников. Директор учебного заведения надеется, что после ремонта будет много желающих учиться в школе номер 5 города Ткварчал. Основная часть работ уже заканчивается, уже остается последняя финишная шпаклевка и покраска кабинетов и коридоров. Когда условия занятий в школе улучшаются, надежда всегда остается, что пополнение в школе будет. У нас на самом деле ожидается несколько десятков человек, которые могут появиться у нас в школе, в других школах. Следующий объект, который осмотрел глава государства – центральный рынок города Ткварчал. Строительство нового помещения рынка было начато в 2017 году за счет средств республиканского бюджета. В новом помещении рынка предполагается разместить более 140 предпринимателей. Здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной работы. Еще одна хорошая новость для жителей Ткварчалского района. 6 новых автобусов пополнили местный автопарк. Автотранспортные средства были приобретены в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Строительство дороги в селе Беди от Тхуарчалского района началось в 2017 году. На эти цели инвестпрограммой было предусмотрено 58 миллионов рублей. Общая протяженность всей дороги 11,5 километров. 7 километров уже заасфальтированы. Закончить строительство должны были еще в конце 2018 года. Однако в ходе работ выявилось, что 4 небольших моста находятся в аварийном состоянии. И прежде чем приступить к асфальтированию оставшегося участка дороги, нужно заново построить эти мосты. Необходимые средства были изысканы из республиканского бюджета. Кроме дороги здесь очень много ползневых участков. Более 5 подпорных стен построили. Субподрядной организацией здесь были 2 организации. Одна это берегозащита, которая занималась подпорными стенами. И вот сегодня вы видите, это Абхазрегионстрой, который занимается прокладкой асфальтобетонной смеси. Мы планируем до 7-8 числа положить покрытие. И до 10 августа мы подсыпем обочины, приведем в порядок кюветы и уйдем с этого объекта. В завершении поездки президент подвел ее итоги. Объекты на стадии уже завершения. Надеюсь на то, что и вопросы, связанные с темой и рынка, вопросы, связанные с теми объектами, которые вы видели, это больница, школа. И самое важное сейчас для всего нашего населения – это дорога. Дорога делается, пройдено уже порядка 7 километров, и где-то числа 10 будут завершены все эти работы. И у города Тхуарчал будет уже соответствующая коммуникация, которая позволит связать в большей степени села района с городом. Тем более, что там создаются определенные инфраструктурные возможности, которые позволят городу жить по-другому. Это вопросы, связанные с улучшением бюджетных возможностей самого города, района. Все это даст соответствующий положительный результат и в строительстве нашего государства, и, конечно, и в социальных аспектах для самих людей. Появление в Тхуарчалском районе новых социальных объектов имеет большое значение для жителей. И как было отмечено по итогам поездки, все работы должны быть выполнены качественно и в запланированные сроки. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Алексей Баструков. Абхазское телевидение. Чем живет Тхуарчалский район? Как решаются здесь социальные проблемы граждан? Какие проекты удалось воплотить, а какие потерпели неудачу? Об этом мы побеседуем с главой администрации Тхуарчалского района Аидой Чачхалия. Здравствуйте, Аида Сергеевна. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Давайте немножко поговорим о жизни Тхуарчалского района. К сожалению, район все еще остается депрессивным, и в этой связи я хотела бы узнать общие показатели бюджетные этого года. Довольны ли вы им, недовольны, и каковы цифры? Ну, я начну с того, что в течение этих 5 лет уже можно какие-то итоги своей работы, наверное, подводить, раз вы коснулись бюджета. Все эти 5 лет у нас бюджет, к сожалению, не выполнялся. В связи с тем, что бюджетообразующим предприятием Тхуарчалского района в течение последних 15 лет являлась фирма «Тхуарчалуголь», которая занималась добычей угля. И по объективным и субъективным причинам фирма прекратила свою работу. Естественно, это повлияло на выполнение бюджета. Что касается этого года, мы уже подвели итоги первого полугодия. Выполнение у нас составило 107%. Ну, если это переводить до цифры, когда мы говорим о процентах, это кажется, что это большая сумма, может быть, кому-то показаться. Но в цифрах это выглядит так. При плане 8,5 миллионов рублей мы собрали 9 миллионов 148 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, могли бы вы нам уточнить, на что хватает этих денег? Конечно же, недостаточно. В связи с тем, что в городе и вообще в районе очень много проблем, конечно же, этих средств, чтобы обеспечить жизнедеятельность всех наших сфер, конечно же, недостаточно. Но тут нам помогает
республиканский бюджет, мы получаем дотацию из республиканского бюджета. Общий наш бюджет составляет 131 миллион, из них 112 это дотации. Сейчас в связи с этими доплатами бюджет дотации увеличились еще на 13 миллионов рублей. Это в основном уходит на заработную плату работникам бюджетной сферы, и плюс в связи с тем, что у нас Кварчал-Уголь уже не работает и доходов у нас мало, республиканский бюджет также датирует по 1 миллиону рублей ежемесячно на нужды города. Раз пошла речь о заработной плате, насколько люди стабильно ее получают, были ли задержки? В организациях и предприятиях заняты 327 человек. В остальных сферах, это имеется в виду РОВД, там, пожарная часть, Сбербанк и так далее, там у нас занято более 500 человек. Также у нас занимаются индивидуальной торговой деятельностью около 180 человек, ну, остальные вот пенсионеры. Бюджетников у нас 900 человек. И о стабильности заработной платы? А заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивается без задержек, но может быть 2-3 дня, если там выходные где-то вот. А так вот мы с республиканского бюджета дотации получаем своевременно. На этой неделе президент посетил Ткварчальский район и посетил ряд социальных объектов, очень важных для Ткварчальского района. Это больница, это школы, дорога в селе Бедия. Расскажите, пожалуйста, какова была оценка президента и довольны ли вы ею? И вообще, как, скажем так, вот если не инспектировать, а знать проблемы изнутри, насколько вот эти проекты удачно развиваются сейчас? Ну, что касается больницы и остальных объектов, которые вы перечислили, они, больница и автодорога Бедия, Ткварчала-Бедия, они финансируются за счет инвестпрограммы. Работы идут хорошо. Больница по плану, по инвестпрограмме запланирована сдать в эксплуатацию в конце текущего года. Работы ведутся хорошо, качественно, но остальное покажет время. Что касается дороги, на сегодняшний день асфальтируется, завтра уже в конце дня асфальт полностью будет проложен. А дальше там уже пойдут другие работы. Вот. Что касается... Когда дорога вступит в эксплуатацию? Ну, после того, как положат асфальт, уже через несколько дней можно будет пользоваться этой дорогой. Там должны провести еще обочины, подсыпки там, и так далее, бордюры. Есть еще некоторые моменты, которые в течение недели завершатся. А вступит ли школа в этом году в строй? Да, конечно. Школа, 5-я школа, она ремонтируется за счет спонсорских денег. Это меценат из Черкесска, Олег Аргунов, большой друг Абхазии. Он это в качестве подарка для школы, в самом деле, с большим историческим прошлым. В этой школе выпускники этой школы, 65 выпускников этой школы погибли во время Отечественной войны народа Абхазии. Школа заслуживает действительно, чтобы здесь был ремонт. И к 20 августа уже планируют завершить ремонт этой школы. Рынок у нас сейчас строится за счет средств республиканского бюджета. На сегодняшний день ремонтируется основной корпус, металлоконструкция уже установлена, сейчас ставятся прилавки. Президент, когда осматривал ход работ, сказал, что прилегающая территория также будет приведена в порядок уже вторым этапом, потому что те магазины, которые находятся на территории рынка, это собственность рынка, они уже более 70 лет также не ремонтировались, и фасады, и кровля этих магазинов тоже будет приведена в порядок. Тоже республиканским? Да, за счет средств республиканского бюджета.
Мы стали говорить о проектах инвестпрограммы. Какие еще проекты вы могли бы нам назвать, особенно значимые, в течение 5 лет, которые были реализованы? В течение 5 лет были реализованы такие проекты, как ремонт головных и водозаборных сооружений, дорога, которая проложена к головным водозаборным сооружениям. Также у нас были отремонтированы городские улицы, коллекторы, которые более полувека не чистились. 3 коллектора были почищены, и сегодня у нас нет проблем с наносами, что немаловажно. Также были приведены в порядок подвалы многоквартирных жилых домов. К сожалению, не все попали в этот проект. 38 всего домов, а у нас их более 90. Но думаю, что мы своими силами впредь продолжим эту работу. Также за счет средств инвестпрограммы трубопроводы у нас были, конечно, тоже в ветхом состоянии и остаются. Конечно же, мы не все поменяли. Вот сейчас у нас как бы отремонтированы водозаборные сооружения, там фильтрация налажена и так далее, но бывает, что людям попадает и грязная вода в связи с тем, что сама система уже ветхая, также не менялась уже, наверное, более 70 лет. Есть утечки, где попадают песок, ил и так далее. Эта проблема, конечно, существует, но эту систему тоже со временем надо менять, уже надо менять, конечно. Если не говорить только о Тхварчале, а поговорить о селах, как там с питьевой водой? Было, я помню, какой-то период, когда строили колодцы с насосными такими небольшими станциями, и вот такие проекты были ли в Тхварчальском районе, и как вообще сейчас с водой у людей дела обстоят? Ну, в селах у нас с питьевой водой есть, конечно, где есть проблемы, но каждый приспособился, уже у них есть свои маленькие насосные станции, да, скважины и так далее, люди приспособились. Сейчас вот у нас по линии неправительственных организаций, которые у нас работают в селе Первый Гал, Галхуч, как мы называем, открыто предприятие малой механизации, там же у них есть агрегаты, которые могут вот бурить, и это очень помогает нашим людям вот, пробить скважины, и многие этим воспользовались, и сегодня мы вот этим способом налаживаем, чтобы у каждого во дворе была питьевая вода. Была проведена реконструкция проспекта Арзенба. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Насколько сейчас он воспринимается горожанами? Нравится им этот проспект или не нравится? Или же все-таки вот та история с вырубкой деревьев все-таки наложила отпечаток, и есть те люди, которые этим недовольны? Ну, на сегодняшний день, я думаю, что недовольных уже не осталось. Это не был нашим капризом, это просто была необходимость такая, да, эти кедры, они так распустили корни, что уже те дома, которые расположены на проспекте Арзенба и которые внесены в реестр объектов историко-культурного наследия, они у нас стали уже рушиться, и корни пробились через фундаменты, и была опасность, что дома могут рухнуть. Кстати, 2 дома у нас там и на этой улице и рухнули, которые мы убрали. И сегодня, после того, как были высажены новые деревья, и дорога приведена как бы в порядок, и эстетически выглядит красиво, и думаю, что людям это нравится. Да, тоже было жалко вырубать кедры. Да, они давно уже простояли в нашем городе, но они выглядели очень неприглядно. И все это прекрасно знают. Самое главное, результат хороший. Мы говорили о том в начале беседы, что район депрессивный, Тхварчальский, вот, к сожалению, так и остается. Видите ли вы, как глава района,
какие-то пути вот, изменения этой ситуации, какие-то, может быть, коренные подвижки, которые бы помогли бы вот, избавиться от этого состояния? Ну, как вам известно, наш город можно привлекать туристами, что сегодня и делается. Ну, пока, конечно, это все на уровне рекламы. Вот я сегодня ехала к вам на студию, я встретила около 20 машин с туристами, которые ехали в нашу сторону. Но пока что от этого наш бюджет никак не пополняется. Налоги пока мы никакие от этого не получаем, но мы надеемся, что туристический поток увеличится, и наш город, и наш район будет уже не промышленным, а туристическим районом. Хотя сбрасывать со счетов промышленности в коем случае нельзя, потому что у нас остается много запасов угля и других полезных ископаемых, которые надо, конечно же, добывать. И мне кажется, я думаю, что еще найдутся инвесторы, которые займутся и углем тоже. Но одно другому не должно мешать. Некоторое время назад, я сейчас не помню, 2 года примерно назад, мы говорили с вами, и была речь о том, что, возможно, будет какой-то инвестор, который предоставит очень много рабочих мест жителям Тхуарчала, да, и касалось это, по-моему, все-таки угольной промышленности. Были инвесторы, которые хотели открывать у нас завод ферросплавов, да. Но, к сожалению, дальше разговоров дело не пошло. Почему так происходит? Почему инвесторы вроде интересуются, а потом начинают что их что-то отпугивает? Наверное, это наша внутренняя нестабильность. Ну, не могу сказать. Есть у нас хороший проект по производству кабеля. Наш соотечественник, наш земляк хочет открыть у нас завод на 150 рабочих мест, но здесь тоже ему нужна финансовая поддержка. Я думаю, что этот проект все-таки у нас осуществится. Также я думаю, что в район нужно привлекать молодежь, в том смысле, что у нас есть колледж, здесь нужно открывать другие специальности, чтобы побольше молодежи из нашего района и близлежащих сел Ачамчирского района, чтобы приезжали в наш город, возможно, потом и останутся в городе. Вот вы говорили, что инвесторов, возможно, отпугивает некая нестабильность, да? Вы уверены, что дело не в политике инвестиционной? Возможно. Я, исходя из того, что к нам за весь послевоенный период пришел только один инвестор, и это наш соотечественник из Турции Тайфун Арзамба, и который вложил, и благодаря ему все эти годы жил наш город, к сожалению, у него тоже не получилось, и у нас сегодня банкрот из-за того, что на него шла какая-то давка со всех сторон, так можно сказать, и у него не получилось. И поэтому я не могу сказать. Знаете, у нас есть места, которые объявлены такой экономической зоной с привилегиями, да, это свободная экономическая зона, Тхуарчальский район. Он, возможно, более всех остальных нуждается в каких-то вложениях. Что касается свободных экономических зон, наш Тхуарчальский район тоже попадает. Но тем не менее, все равно условия... Пока это тоже не привлекает. Мы с вами затронули, вернее, вы затронули тему неправительственных организаций, насколько они активны в районе и насколько существенен их вклад в жизнь района, в помощь району. Их вклад очень существенен. В 2014 году, когда я приступила к своим обязанностям, ко мне обратились представители ДСБ, это Датский совет по беженцам. Они предложили
осуществлять, что они имеют желание осуществлять проекты в нашем районе, в том числе и в городе. Я подумала и решила, что, конечно, надо их привлекать, потому что если в Гальском районе они осуществляют свои проекты, почему бы и в нашем районе тоже они бы не осуществляли. И вот я вам хочу сказать, что с 2014 года по сегодняшний день осуществлено очень много проектов в плане финансирования проектов малого и среднего бизнеса, не только в селах, но и в городе, чего не было ранее. Например? 18 бизнес-проектов были профинансированы. Это те люди, которые занимаются своей индивидуальной деятельностью, там у кого-то цех, у кого-то. Они профинансировали, расширили, благодаря чему не расширили свое производство, привлекли других людей, ну, в общем, создали рабочие места, ну, немного, но какие-то рабочие места появились. В прошлом году также было осуществлено 42 проекта, из них, если я не ошибаюсь, 27 это коммерческих, 15 социальных. И из 27 коммерческих у нас появились в городе такси, чего раньше не было. Ну, много чего изменилось. И помимо этого, они у нас осуществляют ремонт школ, сельских школ. Благодаря неправительственным организациям Укумская средняя школа в прошлом году была отремонтирована. Первый этаж был отремонтирован. В этом году они планируют закончить капитальный ремонт. Также Чхвартальская школа была отремонтирована. Здесь и с республиканского бюджета была оказана большая поддержка. И сегодня вот общими усилиями Чхвартальская школа также у нас полностью отремонтирована. Во всех сельских школах нашего района произведены ремонты, и сегодня можно смело приступать к учебному году. Единственное, неотремонтированными школами остаются в городе 2-я и 4-я школа. 2-я, в самом деле, находится в аварийном положении. Там мы за счет своих средств сейчас производим кое-какие работы. Конечно, этого недостаточно, но надеемся, что в будущем здесь у нас найдутся или спонсоры, или свои средства. Со счетов вы ее не списываете? Нет, конечно. Потому что школа с хорошей историей. Школа с хорошей репутацией, там выпускники у нас достойные, и учителя, так что все у нас впереди. Как вы наблюдаете вот в течение вот этого последнего времени, 5 лет, да, что вы там находитесь в качестве главы района, могли бы вы сказать о том, больше людей стало уезжать из Скворчала, или все-таки на одном и том же уровне остается, или же эта тенденция немножко хотя бы уменьшилась? 5000 населения городского, как вот уже последние 10 лет, стабильно, не увеличивается, не уменьшается. Есть, наверное, какой-то отток, но в то же время и приток. Если вы, судя по тому, сколько человек выписывается, прописывается, можно сказать, что у нас стабильно. А зачем приезжают обычно? Приезжают, потому что им нравится наш город, чистый воздух, природа красивая. Это те же пенсионеры, которые уже хотят отдохнуть, есть, которые создают семьи и так далее. Вы затронули тему туризма в Скворчале. Да, действительно, там не так давно появился объект туристический очень привлекательный. Туда ездят люди специально, и наши местные, и издалека приезжают. Вы даже сказали о том, что, может быть, имеет смысл немножко переориентировать ведущие отрасли Скворчальского района и сделать, может быть, туристическим таким районом. Каковы перспективы, вы считаете, в этом плане? И как вы помогаете таким тенденциям, чтобы они развивались? К сожалению, я говорила о наших доходах, помогать в развитии какой-либо отрасли, конечно же, у нас пока этого не получается. Но мы помогаем рекламой, мы призываем людей, у нас есть страничка. А чисто административно поддерживать?
знаете, вот не строить препоны, бывают чиновники. Нет, мы никому не строим препоны, наоборот, мы всем помогаем. И не только в этом направлении. Все, кто к нам обращается, хочет создать какой-то свой бизнес или еще что-то, мы только помогаем. Мы в течение дня любой может собрать все документы без всяких бюрократических проволочек. Мы только помогаем в этом смысле. Могли бы вы рассказать о судьбе бассейна, тот, который строился в Тхуарчале, и строится ли он сейчас или объект заморожен? Бассейн в городе Тхуарчал, который начал строиться еще в 2012 году, если я не ошибаюсь, там выполнено немало работ. Сегодня объект законсервирован. А то, что говорят, что там раскурочили там и так далее, это не соответствует действительности. Те пластиковые окна, которые там уже были поставлены, мы их демонтировали, чтобы их просто не своровали. А в остальном все там, как вот было, все так и остается. Объект находится под охраной. Очень хотелось бы, конечно, в перспективе, чтобы этот объект был достроен. Мы не потому, что мы не хотели бассейна в городе, а потому что у нас есть более первоочередные задачи. Тут та же больница. Мы решили, что надо в первую очередь построить больницу, а потом уже, наверное, бассейн. Так было бы правильно. Я думаю, что в будущем и бассейн тоже у нас будет. Аида Сергеевна, хотелось бы узнать о ближайших планах и самых актуальных вопросах, которые вы намерены сейчас решать. Первой нашей задачей остается это создание рабочих мест. Это у нас проблема номер один. Наверное, это не только в Тхуарчале, и вообще по всей республике. Мы будем продвигать вот этот проект, о котором я говорила выше, о заводе по выпуску электрооборудования. Также у нас, вот я упустила, на базе завода «Заря», где у нас выпускаются государственные награды. Также на сегодняшний день идет налаживание литейного цеха. Президент выделил кредит, льготный кредит. На сегодня закуплено все необходимое оборудование и идет налаживание литейного цеха. Сколько в нем будет задействовано людей? Примерно? До 10 человек. Также налаживается, уже есть опытный образец производства гибкого камня, тоже на базе завода «Заря». Мы ничего не отвергаем, наоборот, мы чем можем помогаем, на любом уровне мы продвигаем эти проекты. Так вот, добро пожаловать всем, кто хочет вложить в наш город. О чем вы мечтаете относительно вот своей работы, своих дел в Тхуарчальском районе? Честно вам скажу, может это будет как-то звучать нескромно, но вот досталось тяжелое наследство. Много чего еще надо сделать. Сделала, может быть, не очень много, но и немало. И хочется, чтобы мой город приобрел былую славу, и чтобы наш город-герой процветал, развивался, возвращались те, которые пока там прописаны, но живут уже в других районах Абхазии, чтобы они вернулись в свой город и продолжили жить и строить свой город. Я уверена, что жители нашего города будут не только свидетелями развития своего города, но и его участниками. Аида Сергеевна, благодарю вас за интервью. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.